Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. В 2023 году на территории республики было зарегистрировано 12 преступлений террористического характера. По статье 207 Уголовного кодекса Российской Федерации заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Зарегистрировано 95 преступлений. Выявлено 8 преступлений экстремистской направленности. Какое уголовное наказание предусмотрено за такого рода преступления? Гость студии Максим Зарубин, прокурор уголовно-судебного отдела прокуратуры Республики Саха-Якутия. Максим Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Вот что такое преступление экстремистской и террористической направленности? Безусловно, для обывателя данные два понятия, они, возможно, являются тождественными, хотя на самом деле это разные понятия, поскольку данные преступления направлены на разные общественные отношения. С чего бы хотелось бы начать? С того, что международная правовая система, безусловно, частью которой является Российская Федерация, провозглашает свободу воли и совести и волеизъявления. В этой связи данное право, оно не может быть универсальным, да, и, безусловно, оно коррелирует с правами и гарантиями других лиц, да, по отношению к тем, кто это мнение реализовывает, то есть высказывает. В этой связи уголовный закон в Российской Федерации предусматривает ответственность за деятельность, направленную на дискредитацию, на унижение чести и достоинства человека по национальному признаку, по признаку вероисповедания, да, то есть по его религии. Данные действия они направлены как раз-таки на возбуждение ненависти и вражды по отношению к указанным группам лиц. То есть по национальному признаку, как я уже ранее повторялся, по признаку языка, происхождения, отношения к религии и прочее. Это вот такой вот общая дефиниция, да, определения преступления экстремистского характера. Что хотелось бы отметить, что для преступления экстремистского характера обязательным признаком является публичность. То есть данное высказывание должно носить именно публичный характер. Что это подразумевается по слову публичность? Да? Что данная информация она доводится до неопределенного круга лиц, в том числе через средства массовой информации, через интернет. И, соответственно, ответственность возникает именно в случае, если данная информация направлена на возбуждение ненависти и вражды. Только в этом случае образует под собой преступление, предусмотренное, ответственность за преступление, предусмотренное статьей 202 Уголовного кодекса Российской Федерации. Также производные уже, соответственно, от данного определения состава преступления, такие как организация экстремистского сообщества. Ну, то есть это по сути то же самое, да, только вот организация, создание определенной организации в целях вот реализации этих же целей, которые были озвучены, именно направленных на возбуждение ненависти и вражды. Организация деятельности экстремистской направленности, организации точнее, ну это вот в качестве примеров можно привести наличие уголовных дел, которые у нас рассмотрены уже судом в данном полугодии. Это пресловутая АУЕ, вот так называемая. Часто, я думаю, в соцсетях, везде мы о нем слышим, это арестантский уклад «Един». Данная организация на территории Российской Федерации, она запрещена. Внесена Министерством юстиции в список запрещенных организаций. И вот любая деятельность, связанная с пропагандированием данной организации, она влечет уголовную ответственность по статье 282 со значком 2. Также имеется уголовная ответственность в уголовном законе это финансирование экстремистской деятельности. Что подразумевается под финансированием? Под финансированием понимается любое представление или сбор средств, направленных вот на осуществление данной деятельности. При этом необходимо обратить внимание, что размер денежных средств, которые предоставляются, да, не имеет никакого значения. Это вот важно. Сам факт важен. Важен сам факт, да. То есть таким образом, что такое террористический акт? Да, преступление террористической направленности. Это совершение в целях воздействия на принятие решения органами власти или международными организациями, а вот уже способ принуждения, да, к принятию определенных решений подразумевает совершение взрывов, поджога и иных действий, устрашающих население, создающих опасность для жизни и здоровья человека. Вот в этом, собственно, разница. Да, в одном случае, в случае с экстремизмом, это действие, направленное на возбуждение ненависти и вражды, в другом случае это понуждение принятия определенных решений органами власти. Через запугивание, можно сказать. Через запугивание, да, через принятие таких вот радикальных, скажем так, мер.
Какие преступления наиболее характерны для нашей республики? Да, вот вы уже озвучили цифры сегодня, да, но я вот озвучу тоже цифры именно вынесенных судами решений, то есть по темам, по которым уже люди осуждены. У нас по преступлениям экстремистской направленности осуждено 11 человек по 8 преступлениям, то есть там по преступлениям террористической направленности 6 человек по 6 уголовным делам. И вот характерные для территории нашей республики преступления экстремистской направленности как раз таки это вот про УЕ, про который я говорил, да, пропагандирование, пропаганда и организация деятельности, экстремистская организация. Что касается террористической деятельности, то здесь публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма. Также не сообщение о постановлении с террористической направленности. Под публичными призывами к осуществлению террористической деятельности, ну что по ним понимается, это то же самое, то есть информация, которая доводится до неопределенного круга людей, которая представляет в хорошем свете, скажем так, да, деятельность определенных организаций, вот, как раз связанных с либо призывы к осуществлению взрывов, поджогов, то есть дестабилизацию деятельности государственной власти в стране через публичные средства массовой информации. Ну, к примеру приведу, да, когда человек, находясь дома, просто через телефон, к примеру, да, вот есть организация, запрещенная Российской Федерацией, Легион Свобода России, которая действует на территории сейчас Украины, да, и осуществляет деятельность против Российской Федерации. К примеру, да, лицо через телефон в средствах массовой информации, в мессенджерах различных, Telegram, WhatsApp, там, ну, которые у нас в достаточно большом избытке, определенную информацию определенного характера о том, что вот деятельность данной организации является привлекательной, что вот их цели, они направлены на они являются благими и так далее, и пытаются таким вот образом вовлечь в дискуссию, да, и в дискуссию большое количество людей. Вот как один из таких ярких примеров совершения преступлений террористической направленности, это наиболее характерные для вот, нашей республики. То есть когда человек, не выходя, собственно, из дома, совершает преступление террористического характера, причем этот человек, может быть, абсолютно не имеет никакого отношения непосредственно к террористической деятельности, да, а вот именно осуществляя таким вот образом публичную деятельность, вовлекается в эту деятельность и совершает особо тяжкое преступление. Также вот популярно очень на территории республики много преступлений совершено именно подавляющее большинство из тех, которых я уже сказал, да, осуждены, это не сообщение о преступлении террористической направленности. Когда лицо знает о том, что его друг, товарищ либо родственник совершил преступление террористической направленности, к примеру, профинансировал террористическую деятельность, да, тоже, кстати, одно из таких преступлений, то есть статья 205 со значком 2 предусматривает не только публичные призывы, но и финансирование террористической деятельности. То есть это любое перечисление любой суммы, либо сбор денежных средств в пользу организации, осуществляющей террористическую деятельность. Соответственно, зная об этом, не сообщает в органы государственной власти для того, чтобы данная деятельность была своевременно пресечена, и, соответственно, это образует уже соответствующее преступление, предусмотренное статьей 205.6 Уголовного кодекса Российской Федерации. Что касается, также необходимо обратить внимание, что в статье 205, где вот приведено классическое определение террористического акта, там указано, что лицо, участвующее в подготовке террористического акта, в случае, если оно сообщило в органы государственной власти до того, как этот акт был совершен, и его действия помогли предотвратить этот акт, оно освобождается от уголовной ответственности. Это такой вот месседж, да, посыл тем лицам, которые сегодня, возможно, знают, либо принимают участие в такой деятельности, что они могут быть освобождены от ответственности в случае, если они данную информацию доведут, соответственно, до органов государственной власти и тем самым осуществлять полезную деятельность по предотвращению такого террористического акта. Вообще, вот какие виды ответственности, да, предусматривает Уголовный кодекс России в совершении таких преступлений? На самом деле там ответственность очень дифференцирована. Я не буду останавливаться на каждой из, но назову такие основные. Да. Если вы планируете или находитесь в стадии совершения преступления, вы должны понимать, что за такие преступления предусмотрены, во-первых, очень большие кратные штрафы
И самое главное, это лишение свободы от 2 месяцев до пожизненного лишения свободы. Да, и, как правило, исходя из собственной практики, я хочу вас заверить в том, что люди получают реальные срока. Даже не имея ранее судимости за совершение преступления, то есть впервые. А вот кто чаще всего становится фигурантами подобных дел? Ну, к сожалению, вот как я уже ранее сказал, фигурантами данных уголовных дел, как правило, и становятся люди, которые, скажем так, серфят интернет, смотрят большое количество информации в средствах массовой информации в интернете, да, становятся заложниками большого избытка информации, которая вливается на сегодняшний день, да, у нас в интернет, скажем так, нашими оппонентами в целях дестабилизации обстановки в стране. Большое количество насмотренности этой информации, да, как раз-таки и влечет убеждение у человека в том, что данная деятельность является привлекательной и правильной. И он, не анализируя другую информацию, не сопоставляя эти источники, скажем так, да, с официальной позицией, в том числе Российской Федерации, да, по определенным вопросам, соответственно, начинает их, вот эту информацию декларировать в средствах массовой информации через направление в группы, интернет-группы, да, такие как Telegram, WhatsApp, ну, их у нас же множество больших социальных сетях. И, соответственно, вот такие, как правило, и становятся фигурантами данных уголовных дел. А вот какие меры профилактики, да, необходимо предпринять, чтобы не стать фигурантом подобных дел? Ну вот, возвращаясь к предыдущему вопросу, полагаю, что необходимо, во-первых, информацию надлежащим образом анализировать, то есть ту, которую вы смотрите. Очень часто становятся фигурантами таких преступлений, в том числе это несовершеннолетние, либо молодые ребята, студенты, у которых еще, скажем так, не окрепшая психика, да, не сформировавшиеся определенные идеалы. Им легко, собственно, их переманить на свою сторону, да, подав определенную информацию под соусом правильности. И в этой связи, соответственно, необходимо действительно анализировать информацию, пропускать ее через себя, стараться, что касается финансирования, не отправлять денежные средства, соответственно, определенным людям, то есть смотреть на те факты, когда на вас выходят определенные люди и просят каким-то образом оказать содействие, да, там, под разными предлогами, а в итоге оказывается, что вы фактически финансируете террористическую деятельность, то есть вообще воздержаться от какой-либо деятельности, связанной с переводом денежных средств незнакомым лицам, очень тщательно относиться и все-таки проводить определенные профилактические беседы с детьми, это прежде всего самое главное, на мой взгляд. Потому что они на сегодняшний день, именно если мы в среднем возьмем по средний возраст привлечения к уголовной ответственности, как раз молодые люди до 20 лет. То есть, да, вот. И, соответственно, поверьте мне, каждый из них в последующем, когда уже выносится соответствующее решение суда, да, о вынесении соответствующего наказания, каждый из них об этом пожалел. Каждый из них сказал о том, что ну, вот я действительно не был в свое время надлежащим образом информирован, и данную информацию, ложную информацию воспринял для себя как правильную. Поэтому полагаю, что необходимо в данной ситуации именно правильно оценивать информацию и сопоставлять ее с другими источниками. Ну, изучать информацию, понимать ее, может быть, не делать репостов в соцсетях, да, в том числе. Да, воздержаться, в принципе, вот, от того, чтобы, если даже какую-то информацию вы оцениваете, лучше, наверное, оставить ее при себе, как-то проанализировать, да, чем выкладывать куда-то в группы и тем более пытаться навязать свое мнение другим людям. Что ж, Максим Владимирович, большое спасибо, что пришли к нам, ответили на наши вопросы. Очень полезная информация. Я думаю, она сейчас очень актуальна. И я думаю, что нашим телезрителям она будет очень полезна. Будем рады видеть вас снова в нашей студии. Спасибо, Таня. Я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.